Чаще всего при упоминании этого термина возникают ассоциации с лишним весом и ограничениями в любимых лакомствах ради хорошей фигуры. Однако специалисты скажут, это далеко не единственная цель, ради которой можно и нужно соблюдать режим питания. Например, благодаря некоторым диетам, а именно о них идет речь, ускоряется процесс восстановления после перенесенных инфекций, и даже раны быстрее заживают. Какие еще секреты хранит такая наука, как диетология, разберемся вместе со специалистами сегодня в «Наукомании». Меня зовут Екатерина Берецкая. Здравствуйте и смотрите в программе. Мы то, что мы едим, как и чем советуют питаться специалисты, чтобы быть здоровым. Какие испытания проходят продукты, прежде чем попасть на наш стол, расскажем в сюжете. Мои коллеги побывали в специализированной лаборатории. И какие блюда в школьных столовых придумали белорусские ученые. Первые рекомендации по питанию, если верить интернет-источникам, были найдены на каменной табличке недалеко от Вавилона еще до нашей эры. Совет был простой – не есть лук в течение 3 дней тем, кто испытывает боли внутри тела. С научной же точки зрения изучением вопросов питания начали заниматься значительно позже. Предлагаю прямо сейчас углубиться в историю и узнать все подробности. Смотрите, будет интересно. Впервые о правильном питании с научной точки зрения заговорили около VI века до нашей эры. Тогда древнекитайские врачи выдвинули предположение о том, что болезни появляются из-за недостатка определенных элементов в человеческом организме, восполнить которые, по мнению древних медиков, могла именно правильно подобранная диета. Быть умеренным в еде и параллельно уделять внимание физическим нагрузкам призывал известный отец медицины Гиппократ. Он же за 4 столетия до нашей эры в одном из своих трудов под названием «Диететика» говорил о том, насколько важно подобрать правильное количество потребляемой пищи на разных стадиях болезни. Основоположником диетологии все же считается римский врач Асклепиад Вифинский, жил который во II-I веках до нашей эры. Доктор по-настоящему действенным лечением считал правильно подобранную диету. Вместе со своими учениками Асклепиад разработал специальные указания, в которых подробно описывалось, какие питательные вещества необходимы при той или иной болезни, чтобы выздороветь. Формированию диетологии способствовали новые научные достижения с конца XVIII века. А это, например, открытие витаминов российским ученым Николаем Луниным и биохимиком Казимиром Функом, исследование некоторыми учеными вопросов обогащения питания здоровых и больных людей минеральными веществами и издание научных работ по лечебному питанию. Что должно быть в ежедневном меню каждого из нас? Каким нарушением в организме может привести игнорирование рекомендаций специалистов? И какие исследования в области питания проводят белорусские ученые? Обо всем этом, я надеюсь, расскажет наш первый гость Наталья Иосифовна. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Иосифовна Белякова, начальник отдела питания научно-практического центра по продовольствию Академии наук Беларуси, кандидат медицинских наук. Наталья Иосифовна, принципы питания для здорового человека. Какие они? Что обязательно должно быть в нашем рационе? Разнообразие – это один из главных принципов нашего питания. Мы просим наших клиентов: уделите себе внимание, полюбите себя. Зайдите в магазин и попробуйте удовлетворить свой интерес. Купите сегодня какой-то продукт, который вы раньше не пробовали, или то, на что у вас когда-то не хватало, возможно, средств. Если у вас нет аллергии и пищевой непереносимости, пробуйте каждый день по какому-то новому продукту. Следующий принцип – это употребление как можно больше свежих фруктов и овощей. Это очень важно, поскольку свежие фрукты и овощи способствуют тому, чтобы нормально работал наш пищеварительный тракт. Рекомендации ВОЗ – это 400 грамм свежих фруктов и овощей в сутки. Фрукты и овощи мы можем использовать в качестве перекусов. В настоящее время диетологи не рекомендуют все-таки устраивать между основными приемами пищи перекусы, но если вы все-таки проголодались, то съешьте. Лучше, конечно же, фрукт или овощ, но если выбирать между двумя такими компонентами, то это овощи. Они содержат меньше сахара и более полезны. Что еще очень важно, то, о чем не думают наши многие представители белорусского населения, да, это режим питания. Питаться нужно 2-3 раза в сутки. Обязательно нужно завтракать. Это должен быть полноценный прием пищи, содержащий белки, жиры, углеводы.
и в обязательном порядке клетчатку. Это фрукты и овощи. Желательно, чтобы от первого до последнего приема пищи прошло не более 8 часов. И вы дали себе возможность разгрузить организм в течение 16 часов, когда вы будете спать. Желательно придерживаться такого порядка, когда вы последний прием пищи организуете за 2-4 часа до того, как вы укладываетесь спать. Да. Это важно соблюдать, поскольку организм должен функционировать правильно, должны функционировать все органы и системы и усваивать питательные вещества. Наталья Алексеевна, если нету времени, грубо говоря, если человек не наладил, скажем, правильное питание, первым будет возмущаться, что называется, желудок, или могут возникнуть патологии из-за неправильного питания, о которых мы даже предположить не можем, что это из-за того, что мы плохо завтракаем или поздно ужинаем? Если рацион человека не сбалансированный по микро- и макронутриентам, и наблюдается их недостаток, или наоборот наблюдается избыток поступления веществ, развиваются алиментарно зависимые заболевания. Это заболевания, которые связаны с недостатком поступления веществ, это белково-энергетическая недостаточность, возникает витаминная, минеральная недостаточность. Естественно, когда мы едим неправильно и поступает избыток пищевых веществ, то развивается ожирение, бич 21 века, который характерен и для населения Республики Беларусь. Что ж, тем временем мои коллеги побывали в лаборатории функционального питания. Что там исследуют и, главное, зачем, предлагаю узнать прямо сейчас. В нашей лаборатории функционального питания проводятся различные виды исследований, касающихся здоровья человека. То есть мы хотим оценить, каким образом пищевые продукты или выбранные рационы питания влияют на те показатели, которые наиболее информативны. В первую очередь это состав тела. То есть человек проходит процедуру импедансометрии, у него измеряется электрическое сопротивление различных органов и систем. И таким методом мы можем определить, какое количество содержится у человека различных жидкостей и тканей. Мы можем определить, сколько у него жира, сколько у него мышечной массы, сколько костной массы, сколько различных микро-макроэлементов. Также можем определить состав белка в организме и различные виды жидкостей, которые у него содержатся. Это очень важно для того, чтобы смотреть, каким образом различные выбранные методики изменения режимов питания, пищевых продуктов и так далее могут изменить состав тела. Вторая методика – это оценка функционального состояния и адаптационных возможностей организма. При помощи записи обычной электрокардиограммы мы можем расшифровать состояние органов и систем. И даже мы можем определить реальный физиологический или биологический возраст человека. И следующая методика, при помощи которой мы можем оценить эффективность различных продуктов, то есть даже степень безопасности этих продуктов, особенно продуктов, содержащих большое количество углеводов. Это такая методика, она называется достаточно хитро, то есть это оценка постпрандиального глюкозного ответа. То есть человеку прикрепляется датчик вот такой небольшой, где-то в этой области, и записывается непрерывно уровень глюкозы в крови. При помощи этого метода мы можем оценить, как быстро поднимается глюкоза после приема различных продуктов. Это очень важно для того, чтобы оценить, насколько безопасен продукт. Если уровень глюкозы поднимается очень быстро и высоко, значит, этот продукт человеку совсем не подходит. А если медленно и ненамного, значит, можно его употреблять. Это метод израильский. Мы его использовали у себя, и он достаточно эффективен. То есть при помощи него можно, в принципе, подобрать каждому человеку совершенно уникальный рацион, который будет ему безопасен. Мало того, что он может даже, в общем-то, помочь в лечении многих заболеваний, которыми страдают большая часть населения нашей республики.
Я знаю, что вы разрабатывали, да, питание для школьников и даже какие-то специальные хлебобулочные мучные изделия. Вот расскажите, как это все происходило, почему именно хлебобулочные мучные, потому что многие до сих пор думают, что как бы хлебобулочное мучное это в принципе не очень полезно. Эти мелкоштучные изделия были обогащены жирорастворимыми витаминами А, Д и Е, а кроме того микроэлементами – кальцием и магнием. Это те микронутриенты, по которым у нас наблюдается дефицит в Республике Беларусь. Все это было научно обосновано, проведена оценка фактического питания школьников и проведено обогащение хлебобулочных изделий вот этими микронутриентами. То есть в школьных столовых хлеб, так сказать, от белорусских ученых. Конечно. Кроме хлеба, я так понимаю, и булочки, да, какие-то? Разработаны два вида продукции. Это хлебобулочные изделия «Булочка юности раница» и мелкоштучные мучные изделия – это кексы. Кексы, печенье. Поэтому мы стараемся прививать детям с самого юного возраста культуру питания. Кроме того, сейчас у нас будет вестись работа по созданию исследовательского центра персонализированного питания, в рамках которого также будет проводиться работа, чтобы максимальное питание подбирать каждому человеку, исходя из его особенностей, учитывая состояние здоровья, учитывая его микробиом, генетику. Сочетание этих факторов даст возможность разработать рацион питания именно для конкретного человека. То есть в тренде персонализация. Да. Не только в медицине, но и в питании, да, в диетологии, если можно так сказать. Поскольку питание является одним из главных факторов нашего здоровья, мы работаем в тесном контакте с Министерством здравоохранения и хотим донести важность питания как для здоровых людей, так и для больных. Это очень важный фактор в том моменте, когда человек поправляется после какого-то тяжелого заболевания или после, допустим, той же перенесенной вирусной инфекции. То, что человек принимает лекарственные средства, это важно. Но то, что он должен получать правильное питание, обогащенное теми или иными макро- и микронутриентами, это тоже очень важно. Это тот аспект, который в настоящее время не всеми учитывается, важность его. Поэтому мы проводим работу с населением, обучаем, что нужно питаться правильно. Будем надеяться, что наш с вами разговор будет полезен в том числе. Надеюсь. Спасибо вам огромное, что нашли время и пришли к нам. Мы продолжаем говорить о такой науке, как диетология, и смотрите в ближайшие минуты. Все дело в раздражителях, почему на один и тот же продукт каждый организм может реагировать по-своему. Диета для тех, кто идет на поправку, чем кормят отдыхающих в белорусских санаториях. И за что наш желудок скажет спасибо после праздничных застолий. Полезными советами поделится гость в студии. Кому приходится ограничивать себя в определенной еде всю жизнь, почему разгрузочные дни – это не диета, и какие колебания в весе считаются нормой? О здоровом питании с медицинской точки зрения расскажет нам наш гость Инна Ивановна. Здравствуйте. Здравствуйте. Инна Ивановна Рожок, врач-диетолог, консультант в области питания и контроля веса. С 2018 года является членом Российского национального общества диетологов. Инна Ивановна, почему диета, если вот говорить в рамках, наверное, медицины, да, в принципе важна для человека? И почему на один и тот же продукт каждый организм может реагировать по-своему? Давайте, наверное, мы определимся с понятием диета, да? Давайте. Потому что диета, с точки зрения профессионалов, это правило пищевого поведения. С точки зрения любительской, обывательской, простите, это какие-то ограничения. Поэтому, если мы будем смотреть все-таки профессионально на этот вопрос, то, конечно, это философия питания, то есть это билет в один конец, я бы так это сказала. Поэтому, если человек для себя выбрал правильную, грамотную, адекватную диету, значит, это на всю жизнь. Есть приобретенные проблемы, а есть наследственные проблемы, да, генетические поломки и так далее. И если мы говорим про уже генетические
генетические какие-то проблемы, которые изменить нельзя, это одна ситуация. Тогда человеку по жизни нужно придерживаться определенных правил, которые в его случае помогут ему качественно жить и не ухудшать состояние. Если мы говорим про приобретенные, и если здесь привести пример, то гастрит – это социальное состояние, да, то есть вот это состояние образа жизни, стрессов наших, неправильного, неграмотного питания и так далее, в том числе и способов приготовления пищи. И, конечно, если сейчас идет обострение, то человеку нужно понять это, принять, посоветоваться с профессионалом, с доктором, ну и изменить свою систему питания, свой рацион и свои отношения к пище, в том числе и способом приготовления. Это только генетика, когда приходится, всю жизнь соблюдать в какой-то степени диету, то есть отказываться от какой-то еды, или не только? Не только генетика. На наше состояние здоровья влияет несколько факторов. Как минимум генетика, вы об этом сказали, то есть наследственная предрасположенность. Второй момент. Имеет значение стрессы, имеет значение экология, имеет значение образ жизни. И образ жизни – это основной фактор. Вот в это понятие вкладывается и наша философия питания, наше пищевое поведение, которое должно быть изначально грамотным. Наверное, все слышали про теперешнюю очень популярную тему глютена. Я считаю, что это некая спекуляция, потому что менее 1% людей, они реально должны исключать из рациона глютен, потому что у них есть состояние, которое называется целиакия, и это состояние требует исключения всех продуктов, содержащих данный компонент. А все остальные состояния, они не требуют исключения глютена, и если у вас проблемы с желудочно-кишечным трактом, так надо с этим разобраться. Это никакого отношения к глютену может не иметь. Да, нужно разобраться с микробиомом, с перистальтикой, с усвоением и другими какими-то вопросами, за которые отвечает пищеварение. И вот в этой ситуации, когда мы решим проблемы приобретенные, тогда мы не должны не бояться ничего. И, если говорить про состояние генетически предрасположенное и приобретенное. Угу. То же самое касается сахарного диабета. Они бывают разного типа, да. Понятно, есть, особенно сейчас, в 21 веке, приобретенный диабет второго типа, социальный такой диабет, да, который сейчас просто очень серьезно шествует по планете. И вот здесь как раз для людей нужно дать четкие рекомендации, потому что если люди не придерживаются определенных правил в их ситуации, то они усугубляют свои состояния. Но от этого диагноза можно уйти, если вовремя предпринять относительно пищевого поведения, на самом деле эту ситуацию предупредить. Многие знают о таких понятиях, как разгрузочные дни, лечебное голодание, но мне кажется, вы подтвердите или нет, что не все понимают значение до конца этих терминов. В диетологии есть два закона. Закон сохранения энергии, энергетического баланса, и закон химического баланса. То есть наши калории, которые мы потребляем с пищей, должны быть адекватны нашим энергозатратам. И каждый день организм должен получать все питательные вещества, их порядка, с точки зрения ученых, 170 элементов. И если мы говорим про лечебное голодание, я не очень поддерживаю эту идею, потому что организм – это биологическая машина, и ее нужно вовремя заправлять, менять вовремя все запчасти, это как раз про это. И если мы отказываемся от еды по разным причинам и поводам, понятно, энергию он возьмет из жировой ткани, там есть запасы калорий в виде жировой ткани. А вот откуда он возьмет питательные вещества? И здесь мы можем с одной стороны что-то пытаться решать, а с другой стороны что-то усугубить. Это относительно лечебного голодания. Это была когда-то популярная тема, но сейчас все-таки ученые немножечко смотрят по-другому на эту теорию и тактику. Далее, если говорить про разгрузочные дни, здесь тоже, опять же, если я понимаю, что вчера у меня был праздник живота, у меня были гости, у меня были какие-то события, где, естественно, я ел больше, чем в обычной жизни, обстоятельства тому способствовали, то, конечно, я не просто съел лишнее, а еще и много калорий. Если человек следит за своим здоровьем, за своим внешним видом, за весом, он должен осознать, вчера много, сегодня сделай чуть меньше. И вот в этом контексте разгрузочные дни разумны, то есть чтобы то, что мы съели лишнее, все-таки нейтрализовать в ближайшие несколько дней. Другой вопрос, что мы используем для разгрузочных дней, какие продукты мы выбираем для того, чтобы соблюдать эти разгрузочные дни. И вот здесь тоже нужно подойти к этому грамотно. Я, допустим, в своей практике всегда рекомендую функциональные продукты,
то есть это сейчас прям направление смарт-питания, потому что при низком колораже, при высокой питательной ценности эти продукты не вызывают стресс в организме. Тем не менее, мы очень легко экономим калорий. Гарантированный состав, гарантированные свойства и низкая калорийность. И это как раз про это. Я прямо сейчас предлагаю, скажем так, изучить еще один аспект нашей с вами темы. Это диета для тех, кто восстанавливается после заболеваний. О питании по особым правилам в белорусских санаториях наш следующий сюжет. Основа здоровья – это правильное питание, утверждают специалисты. Образ жизни, привычки, состояние организма, наследственные факторы – это то, на что в первую очередь обращают врачи-диетологи, а тем более в лечебно-профилактических учреждениях. Чаще всего, рассказывают работники одного из белорусских санаториев, сюда приезжают просто отдохнуть, считая себя абсолютно здоровыми. Но уже на приеме у врача обращают на себя внимание специалиста, к примеру, лишний вес или повышенное артериальное давление. Тогда назначается обследование, а затем корректировка питания пациента. Сначала мы его смотрим на приборе, биоимпедансный анализатор. Смотрим, как он построен изнутри, смотрим, сколько жировой ткани, какой уровень обмена энергии в клетке, как эта клеточка работает, мы видим, насколько тренированные мышцы, есть ли задержка жидкости и насколько она задерживается. То есть все это мы получаем в результате исследования на приборе. Благодаря полученным данным специалисты по питанию подсчитывают, сколько калорий в день нужно употреблять человеку с учетом его ежедневной физической нагрузки. Получив рекомендации специалиста, пациент отправляется в столовую и из всего разнообразия блюд в меню выбирает то, что можно и нужно получать его организму. А чтобы не считать калории и быть уверенным в правильном соотношении белков, жиров, углеводов в рационе, а в санатории он рассчитывается, как правило, в среднем на 3000 калорий, на кухне соблюдают так называемое правило тарелки. Половину должны занимать овощи. Вот они у нас. Четверть тарелки – это белковый продукт. И четверть – сложный углевод. Вот если за этим следить, то никогда не будет проблем с заболеваниями обмена веществ. Если большой объем овощей, он создает объем в желудке. И чувство насыщения приходит раньше, чем если бы такого количества овощей не было. Поэтому, как правило, еды всегда достаточно. Лечебные диеты в белорусских санаториях делятся на 7 основных видов. Например, для пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, почек, для больных с сахарным диабетом, для людей после инфекционных заболеваний и другие. Правильно подобранное питание при назначении лечения, утверждают специалисты, не просто ускоряет процесс выздоровления и реабилитации после болезней. Порой даже лекарства оказываются бессильны без изменений в режиме питания. Инна Ивановна, давайте разберемся с сезонами питания, ну, скажем так. Вот скажите, питание зимой и питание, например, летом, оно чем-то должно отличаться? Или уже, если мы, так сказать, привыкли к правильному питанию, соблюдаем правила питания, то нужно вот соблюдать их и зимой, и летом? Стараться нужно всегда соблюдать основные правила, чтобы достаточно было витаминов, микроэлементов, растительной пищи, потому что ее в изобилии летом, а зимой ее значительно меньше. Причем, конечно, здорово, если мы будем выбирать качественные продукты в сезон созревшие, если про растительную пищу, потому что в ней больше всего источников витаминов, микроэлементов, и, соответственно, дополнять витаминными комплексами, БАДами и функциональными продуктами. Это решение вопроса в зимний период, если человек хочет быть здоровым. Но не могу вас отпустить, не спросив по поводу диет, которых очень-очень много разных в интернете. Ну, согласитесь, далеко не все у нас идут к врачу, к диетологу. Конечно. Да, проще загуглить и кремлевская, гречневая и так далее и тому подобное. Вот как специалист, ну, что скажете? Если лишних +1, +2 не критично, потому что у человека даже в течение суток могут быть колебания веса утреннего и вечернего, кстати, до 2 килограммов у некоторых. Я все-таки считаю, что грамотно обратиться к специалисту, и он учтет все, и вашу ситуацию стартовую, то есть ваш стартовый вес, и ваш принцип питания, и выберет, и подберет, порекомендует вам удачную схему, удачную систему питания, чтобы вы все-таки откорректировали вес. Потому что если мы в
кавычках, садимся на диету, мы, грубо говоря, ограничиваем с нашей точки зрения, очевидно, жирные, очевидно, сладкие продукты. Не более того. Но, тем не менее, мы усугубляем дефицитное состояние. Да? Исключив хлеб, мы усугубляем дефицит, например, по витаминам группы В, потому что в зерновых больше всего витаминов этой группы. Или там злаковая каша. Понимаете? То есть вот такие вещи, они, наверное, не совсем правильные, потому что похудеть вы похудеете, если сокращается калорийность. Но насколько устойчивый этот будет результат, потом мы набираем вес, потом очередную попытку делаем, отчаиваемся и говорим: все, у меня это навсегда. Нет, не навсегда, если вы работаете со специалистом. Но скажите, вот это же не всегда невкусно, да? Ну, вот так вот, потому что всегда кажется, что вот придешь к врачу, он тебе скажет, это нельзя, и что вот это вот на пару, без соли, без сахара. Ну, давайте вот как-то и этот миф развеивать. Вкусное и полезное, оно должно совпадать. Просто сейчас у людей чаще всего вкусное – это сладкое и жирное. И если они это убирают, им кажется, что это совсем невкусно. Нет, мы говорим о, конечно, системе питания не потерпеть, чтобы это было невкусно, а так, чтобы это было правилом вашего образа жизни относительно пищевого поведения. И тогда это и может быть и вкусно, и должно быть вкусно. У человека должно быть удовольствие, когда он принимает пищу в том числе. Для многих, кстати, это единственное удовольствие. И поэтому они очень боятся отказаться от каких-то вещей. Когда специалист вам порекомендует ту систему, которая вам подходит, он учтет в том числе и органолептические ваши пристрастия. Вы идеальный врач. Спасибо вам огромное. Ну что ж, мы прощаемся. Это была «Наукомания» и я, Екатерина Берецкая. Будьте здоровыми и не забывайте о том, что говорил еще древнегреческий мыслитель Сократ. Мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Встретимся вновь на телеканалах «Беларусь-3», спутниковом «Беларусь-24» и на НТВ «Беларусь» ровно через неделю. До встречи.